60 лет назад, в 1957 году, вышел ряд указов Президиума Верховного Совета СССР, позволяющий депортированным народам вернуться на их историческую родину. Так, в истории карачаевцев начался новый этап, который принято называть возрождением карачаевского народа. А операция по выселению карачаевцев в Среднюю Азию, которая поставила под угрозу само существование народа, проводилась со 2 по 5 ноября 1943 года. Все, что было нажито годами, дома, скотина, земли, приходилось оставлять без присмотра. Людей грузили в товарные вагоны по 10-15 семей, а так как семьи были большие, в одном вагоне оказывались до пару сотен человек. Там не было, разумеется, никаких удобств, ни окон, ни дверей. Выселяли даже лежачих больных, которые в первые же дни умерли в дороге. А во время кратковременных остановок не было никакой возможности хоронить умерших с соблюдением хотя бы самых необходимых похоронных обрядов, да и вообще каких-либо общечеловеческих норм погребения умерших. Тела попросту выбрасывались в реки на мостовых переходах, либо оставляли на обочине железнодорожных путей. Депортация карачаевского народа оставила в истории народа незабываемый след. Это тысячи искалеченных судеб и преждевременных мучительных смертей на чужбине. Все, кто пережил депортацию, как один говорят, что в суровые годы испытаний сохранить стойкость духа и вернуться на историческую родину, не затерявшись в степях Средней Азии, им помогла вера во Всевышнего, в его милость и в торжество справедливости. Во время выселения Паху Абидиновичу Кипкееву было всего 14 лет. Но те страшные дни он помнит в мельчайших подробностях. За несколько дней до выселения в аул заехали военные, якобы для помощи в уборке колхозных полей. Конечно же, население ни сном ни духом не ведало о настоящей причине их нахождения в ауле, рассказывает Паху. Также наш собеседник вспоминает, как аульчане помогали солдатам, делились с ними своим хлебом. Ведь их только что вытащили с фронта для этой преступной акции. А в день выселения офицеров было уже столько же, сколько и солдат. На каждую семью 2 солдата и 1 офицер. Как известно, военные люди должны подчиняться приказу, но человеческое лицо можно сохранить, даже исполняя такой преступный приказ. Паху Кипкеев вспоминает, рядовые, которые вошли в их дом, зачитали приказ с поникшей головой, как будто они перед ними в чем-то виноваты. Они посоветовали запастись в первую очередь едой, так как предстоит дальняя и нелегкая дорога. Мы жили на небольшой улочке. Наш дом был в ее начале. Когда нас вывели, мы увидели, как многие из наших соседей шли и плакали. А моя мать держалась, говоря, в любом случае не смогут выселить туда, где нет Бога. Хоть нам солдаты и разрешили взять самое необходимое, то есть еду, в первую очередь мы как-то растерялись, не знали, что делать и чего брать. Я до сих пор благодарен тем солдатам, которые хоть и выселяли нас по приказу, но помогли нам. Они наверняка нас пожалели, так как у нас в семье было 6 детей. Может, у кого из них дома остались дети? Они нам очень сильно помогли собраться в нелегкую дорогу. Потом нас согнали в ограждение, где под вооруженной охраной прождали 3 дня. В силу горского воспитания это стало для нас очень тяжким испытанием, потому как все было на виду, и не было возможности справить свою нужду. Возможно, в силу своего юного возраста или же из-за замкнутого пространства без доступа света наш собеседник не может вспомнить, сколько же длилась дорога в Среднюю Азию, но переселенцам она казалась вечностью. Все же самое страшное ожидало их впереди. В первый же год Кипкеевы потеряли отца и самых младших в семье мальчиков. Положение усугубляло и недоверчивое отношение со стороны местного населения. И все же в Кыргызстане семья Кипкеевых смогла найти себе применение, так же, как и на родине занялась скотоводством. Видя набожность, порядочность и усердие переселенцев, киргизы постепенно начали относиться к ним доброжелательно. Карачаевцев и киргизов объединяет не только их тюркоязычие, но и общность религиозного мировоззрения, следование ханафитскому мазхабу. Из-за отсутствия мечети всем верующим приходилось собираться у местного эфенди, где они могли совершать коллективную молитву. Как вспоминает Аксакал, не обходилось и без арестов практикующих мусульман по причине доносов недоброжелателей. Не было такого времени, когда мои родители не совершали бы намаз и постоянно просили Аллаха дать силы, чтобы выстоять и вернуться домой. Молодые люди находились под пристальным вниманием, и внешне показывать религиозность было крайне опасно. Если пожилым людям можно было рассчитывать на какое-то снисхождение, то нас сразу же арестовывали. В те годы совершали молитву тайком.
Для того, чтобы совершить намаз, нужно было зашторить окна, чтобы, не дай бог, никто не увидел. Много тогда было арестов из-за доносов на то, что кто-то совершает намаз или постится во время оразы. Спустя 60 лет, вернувшись на родину, в окружении родных и близких, все, что происходило в те годы, вспоминается как страшный сон. Но чувство страха, голод, изнурительная работа на чужбине и косые взгляды местных жителей остались в памяти на всю жизнь. Бабушка Паризят рассказывает, когда в наш дом вошли военные и сказали, что нас выселяют, мы думали, что только нас депортируют. Когда вышли на улицу, то увидели, военные стояли возле каждого двора. Паризат в то время было 12 лет, старшим братьям, сестрам было по 15-16. Депортированных специально раскидывали по всей Средней Азии с целью быстрейшей ассимиляции. Местному населению заранее рассказали, что завезут бандитов, чуть ли не людоедов. Это в первый год усложнило и без того нелегкую жизнь переселенцев. Семья Шидаковых попала в Сайрамский район Чекменской области Казахской ССР. Братья и сестры Паризат работали на ферме. Сама она училась еще в школе, но даже школьников-переселенцев заставляли убирать пшеницу. А во время священного поста в Рамадан детей заставляли пить воду, чтобы проверить, постятся они или нет. Поля приходилось вспахивать вручную. Этот тяжелый труд выполняли ослабевшие от голода женщины, так как все мужчины были на фронте. Землю вспахивали ночью при лунном свете, потому что и днем много было работы. Отец откуда-то услышал, что в каком-то высокогорном колхозе есть очень хороший председатель. Тогда мы перебрались туда. Проработав там пару дней, отец, как-то вернувшись вечером домой, удивленно рассказал, что председатель вместе с партбилетом вытащил из внутреннего кармана небольшой молитвенник с сурами. Вера во Всевышнего и страх перед ним заставляли этого человека руководить колхозом по справедливости, по велению души. И заработанное нами мы получили в полном объеме, несмотря на то, что мы были ущемлены в правах, и он мог нас обделить. А семье Ибрахима Абисалова, родного племянника Паризат, повезло меньше, чем семье Шидаковых. Отца Ибрагима Абисалова арестовали еще до выселения по классовому признаку. В семье оставалось 7 детей и мать. И попали они в Южный Казахстан, где температура доходила до 50 градусов жары. Ибрахим рассказывает, что за полчаса можно было сварить яйца в песке, а вода была жутко грязная и соленая, другой воды не было. Как следствие, многие заболели различными инфекционными заболеваниями, как тиф, дизентерия. Собирали хлопок, выживали как могли, надеясь все же когда-то вернуться в родной Карачай. В первые же недели то, что мы взяли с собой, закончилось. Начали с убранных полей собирать уже промерзшую свеклу и початки кукурузы. Кукурузу иногда даже от голода ели сырую. Если нас замечали в поле, то избивали и прогоняли. Наши соседи, которых было 12 человек, полностью вымерли от голода. А другую нашу соседку, Кемахан, из-за того, что она опоздала на работу, бригадир со злостью ударил кнутом и, видимо, попал в висок. От этого удара она скончалась на месте. Умерших хоронить было некому, так как мужчины находились на фронте. Был только очень пожилой дедушка, который даже передвигаться не мог. А женщины с трудом рыли неглубокие ямки и закапывали тела в них. В то время о каких-либо обрядах и речи не было. Когда мать лежала в больнице, я спал со своими братьями. Когда проснулся на утро, они оба были остывшие. Умерли они от голода. Им было по 6-7 лет. Когда это рассказал матери, у нее не было никаких сил на эмоции. Лишь промолвила: на все воля Всевышнего Аллаха. А вообще у меня было 5 младших братьев. Все они остались там. Выжила одна только старшая сестра, которая, слава Богу, и поныне здравствует. 3 мая 1957 года на станцию поселка Эркин-Шахар прибыл первый эшелон с карачаевцами, возвращающимися домой после долгой ссылки в 14 лет. Этот день вернул уверенность в торжество справедливости, придал силы для дальнейшего поступательного материального и духовного развития и стал точкой отчета новейшей истории многострадального народа, который принято называть Днем Возрождения карачаевского народа. В этом году ожидается, что юбилейную дату возрождения в республике отметят с особым размахом. Примечательно, что наряду с карачаевцами этот праздник с особой теплотой отмечают и другие народы Карачаево-Черкесии, которые 60 лет назад встретили возвращенцев с хлебом-солью, песнями и плясками. В настоящее время потомки депортированного народа благодарят Всевышнего Аллаха за милость, которую он даровал.
Но каждый год страшная дата депортации отголосками прошлого звучит в каждом доме республики, не позволяя забыть все, что случилось с предками. Фраза «горы молчат, но помнят», как никакая иная, позволяет понять всю скорбь и одновременно счастье карачаевского народа.